Ребят, всем привет! На связи Николай Турушев. Решил записать короткую инструкцию, как создать канал в Телеграме и, соответственно, сделать там обсуждение, сделать его удобным, правильно оформить и потом эту ссылку использовать в своих социальных сетях. В чем преимущество? Давайте я вам коротко объясню. Допустим, когда мы даем ссылку на академию, да, и либо она у нас размещена в шапке, да, человек по ней переходит, ну, допустим, и он отвлекся, да, то есть его отвлекли. И мы не видим, то есть кто переходил. Он, может быть, там не оставил свои данные, не прошел регистрацию. А когда человек переходит в наш, допустим, канал Telegram, он добавляется и он становится нашим подписчиком. И потом мы можем сделать несколько соприкосновений с этим человеком. То есть, допустим, человек сразу не принял решение, там, допустим, зарегистрироваться, там, посмотреть мастер-класс. Мы можем повлиять на этого человека потом своими рассылками, скажем так, разными там дожимами, мотивацией, там, через неделю, через 2, через месяц, там, через полгода и так далее. Но человек, он аккумулируется как подписчик еще, допустим, в канале Telegram. Так что это фишка удобная, то есть ведите канал красиво, правильно оформляйте. Я сейчас вам именно прикреплю инструкцию. Все, изучайте, делайте, настраивайте. Все, всех обнял. Всем привет, дорогие друзья. Решил записать короткую инструкцию, как именно создать ссылку на свой канал для перехода ваших потенциальных клиентов и партнеров именно с разных социальных сетей и, конечно, в Инстаграме. То есть как поставить ссылочку на свой Телеграм, соответственно, в вашем Инстаграме правильно. Итак, заходим с вами в Телеграм, и нам понадобится с вами создать канал. Нажимаете, соответственно, создать. Вот есть, смотрите, создать группу, есть создать контакт, есть создать канал. Нажимаете создать канал, то есть вот создать канал. Делайте имя. Ну вот, допустим, я пишу Николай Турушев. Называю его. И, допустим, назову его чат первой линии. Чат первой линии. Все. Здесь можно также подгрузить сразу же фотографию. То есть давайте я, для примера, допустим, подгружу какую-то фотографию. Ну, допустим, берете свою фотографию какую-нибудь хорошего качества. Сейчас мы с вами возьмем какую-нибудь фотографию и подгрузим. Вот. Вот какую-нибудь хорошую. Фотографию, ребят, хорошего качества подбирайте. То есть в Телеграме ее, соответственно, будут видеть ваши потенциальные клиенты и партнеры. Допустим, я вот так вот хочу. Это приблизительная фотография, которую, допустим, вы поставите. Она должна быть хорошего качества. Все. Смотрите, все, вы создали. Обязательно нужно канал сделать публичным. То есть далее ссылочку. Здесь вы можете придумать какую-то свою ссылку. То есть это, будет, вы ее можете, скажем так, окончание придумать сами. Допустим, я вот так вот давайте сделаю. Вот, видите, то есть 5 символов. Допустим, вот так вот. Это примерно. То есть создаете, скажем так, такую хорошую ссылочку, чтобы она, смотрелась хорошо. Все, здесь создали, видите, свободно. Все. Нажимаете далее. Внимание, если вы создадите публичную ссылку на канале, любой желающий сможет, да, все верно, то есть любой желающий может присоединиться. Все, и чтобы канал создался, нужно, допустим, добавить хотя бы одного человека. Добавляйте, допустим, одного человека. Вот. Все. Все, ребят, смотрите, канал создан. Вот. В чем удобство канала? Канал удобен тем, что именно в нем участники, которые добавляются, они не могут вам писать, но они могут писать в комментариях. То есть как это сделать? Смотрите, я вот рекомендую. Заходите в настройки, далее изменить. Вот, и видите, вот вкладка обсуждение есть. Обсуждение. Добавляете обсуждение. И вам нужно создать группу. Вот. Допустим, эта группа будет, вы ее называете, сейчас я вам объясню.
ну, допустим, ну, не знаю, там, так и назовете, обсуждение. Обсуждение. Можете добавить также аватарочку этой группе. Все, нажимаете «Создать». Все. И вы, смотрите, что сделали. Вы привязали. И я вот, допустим, сейчас какое-то сообщение пишу. Допустим, смотрите в этом канале. Привет. И видите, у вас появляется внизу под сообщением, смотрите, прокомментировать. Вы когда нажимаете и можете оставить комментарий. То есть привет. Привет. И вот в чем удобство именно такого формата, видите, один комментарий. Вы можете, допустим, когда пост выложили, вот, допустим, давайте вам покажу, допустим, я пишу привет. И вот видите, автоматом у вас прикрепляется прокомментировать. Вот. И здесь люди, во-первых, они могут комментировать, что-то оставлять, могут вам задавать здесь вопросы. Смотрите, это очень удобно. И вот она, эта группа, смотрите, обсуждение создалась. Вот. Классно. И вот смысл какой? Вы можете, допустим, взять вот здесь вот в этой группе обсуждения этот пост удалить. И у вас, если вы не хотите, чтобы, допустим, обсуждение это работало, видите, оно скрывается. Все, это очень удобно. И, соответственно, вам могут задать вопросы какие-то. И под конкретным каким-то постом, допустим, вы выложили, люди могут оставлять комментарии, либо задавать вопросы. Да? Вот, вы с ними можете там общаться, отвечать. Это очень удобно. Вот, и, соответственно, далее что вы делаете? Вы берете, соответственно, вам нужно что сделать? Взять ссылочку, вот, скопировать ссылку на именно канал, то есть не группа, а канал. Идете далее в Инстаграм свой, в Инстаграм, редактировать профиль и ссылочку ставите вот сюда, соответственно, в свой Инстаграм. Все, ребят, пользуйтесь. В чем удобство? Человек, во-первых, будет переходить на ваш Telegram, и вы с ним, соответственно, будете его приглашать на эфир, на презентацию. Вот, и еще потом с ним будете делать соприкосновение. То есть он будет как ваш подписчик. То есть вы можете повлиять на человека, если он сразу, допустим, не принял решение, допустим, это сделать немного, скажем так, позже, повлиять как-то на него. Ну, как-то вот так. А уже в канале вы публикуете информацию, там, анонсы, там, какую-то полезную информацию и так далее, какие-то призывы к действию, там, вам написать в личку, там, еще что-то и так далее. Все. Я рекомендую вот сейчас именно по этой инструкции создать каждому себе канал Telegram, то есть сделать вот так вот удобно обсуждение, вот, и, соответственно, использовать для рекрутинга. Все, ребят, всех обнял, всем успехов, с уважением, ваш друг Николай Турушев.